Здравствуйте, в эфире программы «7 дней плюс». Меня зовут Зуфар Давлетшин. И в этой студии мы общаемся с людьми интересными, с людьми неординарными, с теми, с которых нам, многим из нас, можно брать пример. Итак, представляю наших сегодняшних гостей. Это Тимур Николаевич Эткеев, учредитель благотворительного фонда «Желаем мирного неба». Здравствуйте. Здравствуйте. И Резеда Марсельевна Маматаджиева, председатель благотворительного фонда «Желаем мирного неба». Здравствуйте. Ну, с Тимуром Николаевичем мы встречались еще больше года назад, да, первый раз познакомились, и с тех пор у вас, вернее, уже на то время было несколько десятков поездок, да, в зону вот специальной военной операции. С чего вообще все начиналось, вот это вот волонтерское движение? Все началось в 2011 году. Мы работали вместе с ветераном одного из боевых подразделений, и вместе с ним проводили мероприятия в школах, в гимназиях, в колледжах по военно-патриотическому воспитанию. Моя супруга – педагог. Мы очень часто ездили к ней в школу. Затем школьники приезжали в часть, проводили мероприятия торжественные, приуроченные к разным праздникам: 23 февраля, 9 мая. Вот. И так произошло взаимодействие с военными. Когда началась специальная военная операция, все объединились, все наши друзья, и стали помогать нашим ребятам. То есть вы начали помогать военным, для которых это вот работа, да, для кадровых военных. Да, да, совершенно верно. Это ребята, которые выбрали своей профессией защищать Родину. И с 2011 года мы с ними дружим. Много друзей новых появилось, и продолжаем работать вместе с ними. Ну, туда начали ездить только вот с 2022 года. С 2022 года, да, совершенно ясно. верно. Вот как это все начиналось, вот интересно. Вот это же что-то покупали, наверное, вот, не знаю, на свои деньги, или уже были какие-то спонсоры, меценаты, вот как это все начиналось? Сначала мы не ездили, а помогали ребятам собирать продукты, медикаменты, воду. Была острая необходимость в элементарных вещах. А в дальнейшем мы приняли для себя решение с группой единомышленников, что мы должны все-таки сами это все видеть и понимать, что в первую очередь необходимо. Слухов было очень много, поэтому приняли решение самим выезжать в зону специальной военной операции и общаться с ребятами, получать от них заявки, разговаривать про технические средства, что необходимо, что лучше, получать консультации. Потому что связь с ними не каждый день. Бывает, что даже по неделям они не могут выйти и поговорить. А в наш приезд они уделяют нам время, и мы общаемся достаточно плотно. Получаем всю информацию из первых рук. Ну вот опять же, все-таки, да, тут вот помощь-то помощью, но где деньги, Зин, как говорится, да? Да, вопрос непростой, да, именно. Конечно, непростой. Многие друзья-предприниматели помогают, понимают, что ситуация для страны и для ребят непростая, понимают это все. У многих друзья, родители, мужья, сыновья там воюют. И они понимают и видят, что мы приезжаем к ним, доезжаем до них и передаем в руки. Каждая наша поездка – это обязательно видеоотчет. Ну и сами ребята звонят и говорят, что мама, там, большое спасибо, ребята к нам приехали, все передали. Твой чак-чак мы получили. Огромное спасибо. Вот. И, конечно же, семьи принимают активное участие. Кто чем может, всегда помогает. Кто перечисляет деньги, кто-то приобретает различные изделия, либо продукты, либо медикаменты. Группа у нас достаточно большая, и каждый принимает участие по мере возможностей. Вот. Ну, следующим этапом как раз было наше знакомство с Резедой Марсельевной. И представьте, да, вот да. ее нам. Это наша боевая подруга. Она вместе с нами выезжает на фронт, вместе с нами сидит за рулем, бессонных ночей, столько километров в пути мы с ней провели очень большое количество. Человек самоотверженный. Резеду знает уже, мне кажется, весь фронт, от Херсона до Брянщины. Резеда знаем. Красивая маленькая девочка ездит. Да. Говорит, мы ее знаем. Вот если не секрет, Резеда, да, вот ваша гражданская специальность, кем работали до того, как занялись волонтерской деятельностью, ну, и продолжаете, я думаю, работать, да? Волонтерством я занимаюсь уже с 2007 года. С Тимуром мы познакомились, когда я начала ездить на СВО.
получается, к солдатам, я сначала ездила без него. Находила организации, кто поможет, с «Газелью». Собирали сами гуманитарку, так как я уже с 2007-го занимаюсь вообще благотворительностью. Волонтеров много, все подключились сразу. Мы собирали, да, тоже самые необходимые для того, чтобы переодеться, поесть, канистры. Это потом уже начали делать маскировочные сети, сухой душ. Вот это все начали возить. Особенно остро было необходимо всегда медикаменты. Так как у меня много кто в медицине, и коллеги, и есть также бывшие коллеги, допустим, там, кто ушел в медицину работать, мама у меня тоже медик, родственники есть, все помогают. Все помогали, и я вообще ландшафтный дизайнер по профессии. И клиенты мои тоже все подключились, когда увидели, что я начала ездить лично сама. До этого сначала в феврале, с февраля по октябрь месяц я собирала гуманитарку. Готовила и отправляла только с волонтерами. А потом уже решила сама начать ездить, так же, как и Тимур, видеть, что вообще происходит, как вообще, какой быт у наших ребят. После того, как была мобилизация, моего родного братишку тоже мобилизовали. Но вы начали до этого еще, да, до мобилизации? До мобилизации помогать начали до мобилизации сразу с февраля месяца. Что послужило мотивацией, ну это же наши ребята, наши татарстанские ребята. И не только. Мы помогаем также ребятам из Луганска. Казаки они. У них подразделение уж так называется. На самом деле там есть и наши татарстанские ребята у них служат, и русские, ну и разные. С разных городов. Вот. Но мы понимаем, что там наши ребята, и они выбрали для себя защищать народ. Туда же ребята пошли для того, чтобы помочь простому народу. Детям, женщинам, бабушкам, дедушкам и всем, кто именно пострадал. Именно в первую очередь тем местным жителям, да? Да, да. И мы тоже не могли не подключиться. Мы там курируем детский дом, возим гуманитарку детскому дому, также помогаем всем больницам, которые там нуждаются в нашей помощи, госпиталям, потому что больницы тоже переоборудовали под госпиталя. Вот. Возим всем уж, кто к нам выходит на связь и просит о помощи. Сейчас уже на фронте солдаты друг другу передают. Вот команда Резиды с Тимуром вместе, теперь уже знают, как фонд «Желаем мирного неба». Они возят и пишут уже, берут контакты и пишут, обращаются в личных сообщениях с просьбой о помощи. То есть вы как-то вот там вот познакомились, да, на той территории? Нет, мы здесь познакомились. Здесь, да? Но мы друг о друге узнали. Есть 430-й полк, где много мобилизованных из Татарстана. Там служит мой друг. И он сказал, да, говорит, к нам приезжала Резида. Он говорит, познакомьтесь с ней. Он говорит, вместе едете, если вы объединитесь, вы сможете больше закрыть заявок и намного проще выезжать даже в техническом плане. Вот, кстати, да, вот много таких небольших волонтерских групп по Татарстану, вот и здесь вот у нас в гостях их было немало. Вот все-таки ваше мнение, вот нужно все-таки вот такие, я не знаю, маленькими точечными ударами, скажем так, да, помощью вот ездить туда, или все-таки объединиться, эти вот маленькие группы в одну большую, как вот вы объединились, вот как проще, как лучше, вот ваше мнение, потому что я вот пока тоже не определился, как это лучше. Зуфар, конечно же, мы взаимодействуем со всеми волонтерскими движениями и группами, которые у нас есть в Татарстане, и не только в Татарстане. За время наших поездок мы познакомились с ребятами из Белгорода, из Питера, Ставрополя, Краснодар, Татарстан весь знаем. Из Перми ребята есть, из Екатеринбурга. Мы помогаем друг другу отвезти срочный груз через них. Нам
значит, обращаются тоже помочь с чем-то. Найти человека, найти, где ребята сейчас находятся, довести. И не всегда надо объединяться. Наша группа, она небольшая, но и не маленькая. И мы достаточно самостоятельные и можем задачи, которые к нам приходят от ребят и просьбы, выполнять быстро и оперативно. Если будет большой союз, но это мое мнение, будет присутствовать бюрократия. И тогда напиши рапорт, его должны рассмотреть коллегиально. Один человек в командировке, давайте отложим на неделю. А с резидой мы созвонились, резида, вот есть такая заявка, давай мы ее принимаем в работу, обсуждаем. И в этот же день мы начинаем двигаться по реализации и выполнению этой заявки. Вот у нас вот тут вот не зря вот лежит, это вот одна из таких заявок, да, я так понимаю? Вот, да, вот расскажите, совершенно пожалуйста. верно. Это противодроновое ружье. Но ни для кого не секрет, что в наш цифровой век стрелковый бой, конечно, остается, но идет борьба и война с помощью технологий. Все прекрасно знают, что есть квадрокоптеры, которые очень много проблем доставляют. И вот это противодроновое ружье – это как раз средство борьбы с беспилотниками. После того, как мы объединились с резидой и наши группы начали работать вместе, мы поняли, что нам надо выходить на следующий уровень, и мы открыли благотворительный фонд. Потому что многие предприятия, которые нас знают, они говорят: ребята, мы вам не можем помочь. Вы работаете как физлицы и волонтеры, это все здорово, но есть налоговая инспекция и проверяющие органы, мы вам не можем просто так передать. То есть без бюрократии все равно не обойтись. Да, к сожалению. И после того, как мы открыли благотворительный фонд, потихонечку предприятия начали нам помогать. Но опять же, это предприятия, которые знают резиду или меня, это наши друзья. Вот. И один из предпринимателей, фермер, приобрел нам и подарил такое противодроновое ружье. Сегодня я выезжаю к ребятам зоны СВО, и это противодроновое ружье скоро будет работать и оно спасать. работает именно как ружье, да? Вот даже тут коллиматорный прицел, так понимаю. Да? Это оптический прицел, да, с помощью него можно увидеть беспилотник летящий, потому что в 300 метрах ты его не услышишь, не увидишь, а через оптику еще можно увидеть. И уже посадить его, чтобы не было проблем у ребят. Эти вещи мы уже привозили, самые лучшие характеристики и отзывы. И артиллеристы у нас работают уже с такими приборами, и мотострелки, танкистам сейчас готовим такое же снаряжение. Много надо приобретать современной высокотехнологического оборудования. Оно не дешевое, но оно реально, конечно, спасает жизни. Мы знаем, кто продает, кто изготавливает. В России много инженеров в кулибинах, которые собственноручно проводят испытания и выпускают в достаточном количестве радиоэлектронных средств борьбы. Ну вот еще мы как-то с вами встречались, да, я знаю, что вы вот привлекли к этой помощи и иностранцев, да. Вот, во-первых, ну как возникла такая идея, да, как они сами отреагировали и как вот наши ребята там встречают, потому что я знаю, что они вот и не только там деньгами помогают, но и сами тоже ездят, да? Да, история очень интересная. Среди предпринимателей нас знают, доверяют, поэтому и обратились с таким предложением. Это гражданская Российской Федерации, но она уроженка Вьетнама. Когда была маленькая, она застала войну в Вьетнаме и помнит все эти ужасы. И попросила: Тимур, говорит, можно я съезжу с тобой? Я хочу посмотреть и узнать, чем я могу помочь. Ее зовут Тамара. Я говорю: Тамара, конечно, мы тебя снарядим. Тамара — это уже обрусевшая. Да, это обрусевшая Тамара. Я говорю: конечно, мы тебя возьмем. Конечно, это ответственность большая. Но если кто-то с нами едет, мы обязательно экипируем бронежилет, каска, аптечка, проводим инструктаж, что можно делать, что нельзя делать, как надо делать, как себя вести в разных ситуациях. Каждая поездка — это операция полномасштабная, и все до подробностей мы нашим соратникам объясняем. Тамара тоже прошла инструктаж. Через 2 дня мы были на позиции у ребят, она увидела, как они живут, в чем они нуждаются. И когда мы собрались двигаться в другой населенный пункт, зашла
девочка 6 лет и мальчик 7 лет за водой к нашим ребятам, потому что в том населенном пункте вода была только у наших ребят, и они всегда с радостью и открытой душой приглашали местных жителей, передавали продукты, воду. С водой тогда была проблема. И мы разговорились, и Тамара увидела этих детей, и оказывается их 7 малышей. У Тамары слезы, она понимает, что она не может эту семью оставить. По возвращению она поговорила со своими друзьями, подругами и сделали отдельную поездку для этой многодетной семьи. Купили им одежды, продукты, игрушки. Больше всего игрушкам дети были рады, независимо от того, что там идет военная операция, дети есть дети. И до сих пор Тамара и другие национальности, они все россияне, они понимают, что без поддержки и без нашей помощи им очень тяжело. Ну да, тем более, если гражданка Вьетнама, она, наверное, знает, да? Да, она застала войну, все эти ужасы она на себе ощутила. И до сих пор помогает. Огромное им спасибо. И так многие предприниматели. И независимо от того, где они родились, они считают себя гражданами России. И, конечно же, всегда помогают. Вы сказали про экипировку, да, Резеда, вы тоже бронежилет, вот, все надеваете? Да, у меня есть бронежилет. Благодаря ветеранам танковой дивизии, правильно сейчас разволновалась уже, не смогу произнести, но благодаря Валерияну Давидовичу и Дмитрию у меня есть бронежилет личный. То есть они позаботились об этом. Сначала тяжелый бронежилет мне дали, но я с ним чуть ли не падала, очень тяжелый. Но он сверху высокой защиты. Здесь бронежилет хороший, средней защиты, то есть всегда с собой, да, рация, бронежилет, шлем, аптечка, все вот это с собой. То есть, в дороге не надеваясь, только там уже, наверное, да? В дороге здесь по России, когда мы двигаемся, понятно, да, здесь безопасно. Когда там, да, там уже одеваем, потому что, ну, есть места, где мы знаем, более или менее можем и не одеть, но стараемся одевать всегда. Вот, да, вот раз уж бронежилет, значит, все-таки есть опасность, да, вот у нас вот тут вот еще один предмет, вот. Все-таки он не зря тут стоит, да, давайте покажем, вот этот вот хвостовик, вот, если его это историю. хвост от мины 120-миллиметровой натовского образца. В один из наших приездов начался обстрел, вот, но, слава богу, все прошло, все стали живы, и вот это напоминание о том, что куда мы выезжаем, там всегда присутствует риск. Ну вот это теперь напоминание нам, что никогда расслабляться нельзя и всегда надо быть внимательным. Да. Ну, обстрел, вот, ну, наверное, нельзя сказать, да, это было целенаправленно по гуманитарной колонне или просто был обстрел? Мы были в расположении, и да, начался обстрел именно расположения ребят наших. Вот сами ребята, да, вот вы встречаетесь с ними, они наверняка сюда тоже приезжают, говорите, там по заявке. Вот есть ли какие-то истории, рассказывают ли они вам вот, благодаря вашей помощи, что, вот, что было там, как помогла? Да, самые, там, это там, пример противодроновое ружье. Мы передали один комплект артиллеристам, один мотострелкам. Артиллеристы на следующий наш приезд сказали: после вашего приезда, как вы привезли противодроновое ружье, нас перестали мучить беспилотники. Уже, говорит, мы практически месяц спокойно работаем, спокойно передвигаемся. Также и мотострелки. Все со словами благодарности, что то, что мы привозим, это реально спасает жизни и помогает им. Вот нередко слышим такое мнение, по крайней мере, я слышу такое мнение, что вот зачем вы все это делаете? Есть Министерство обороны, есть государство, да? Вот они всем должны все это обеспечивать. Вот ваше мнение, что вот можно ответить таким людям? Министерство обороны – это огромная структура. После получения рапорта может пройти 3 дня, 5 дней, 7 дней, чтобы боец получил необходимое. Когда приходит заявка к нам, и Министерство обороны выполняет эту заявку, конечно, когда надо срочно решить вопрос, мы можем сегодня выехать, и завтра мы уже будем у ребят. Тем самым мы сокращаем время доставки и сберегаем жизни. И вот это самое важное.
Конечно же, в дальнейшем Министерство обороны привезет это, поставит. Есть ситуации, бывают часто, тебе выдали форму, ты ее год носишь. Ну, вот, был прилет, форма сгорела, ходить не в чем, такое тоже бывает, привозим. Медики, когда занимаются эвакуацией, разрезают форму, соответственно, она приходит в негодность и тоже просит. Конечно же, мы привезем. Ну да, то есть это все расходный материал. Это все да. расходник. А там есть свои нормативы, да, поэтому надо менять. Вот еще вот интересную историю, да, вот до начала нашего эфира рассказали, потому что вот Резеда была не замужем еще, да, до того, как начала ездить туда. Так это было? Я была замужем, была разведена. И в один из поездок я познакомилась со своим будущим супругом. Он вернулся с фронта, мы вот расписались. И сейчас он снова заново находится там. Ну, вот как это произошло, вот эта личная история? Да, потому что, ну, я же знаю, что вы там приехали, быстро разгрузились и уехали. А вот как это же там должно быть, наверное, какое-то знакомство, ухаживание, развитие вот этой ситуации? Очень интересная история, да. Я приехала, мы же вместе поехали, да, Тимур? Да, мы вместе поехали. У нас это была новая заявка с полка, который татарстанский, находится в одном из направлений Запорожье. Мы увезли тогда им форму, рации, ну, необходимости по списку. Приехали нас встречать командиры, и среди них был тоже мой супруг, он командир. Вот просто познакомились. Здравствуйте, здравствуйте. Передали все, обменялись контактами и уехали. Проходит какое-то время, командир мне пишет: здравствуйте, все ли с вами в порядке, потому что мы поехали в направлении Херсон. А там еще более неспокойнее было тогда, чем в Запорожье. И у нас там еще приключения случились с дорогой. Вот, в общем, мы поехали. Командир начал писать, спрашивать, как у вас дела, все ли в порядке. А у нас связи не было. Связи там нет, связь отсутствовала. Потом, когда уже мы вернулись через сутки, связь появилась. Смотрю, пришло сообщение. Я ответила: все хорошо, все нормально. Поблагодарили нас, что спасибо большое за то, что вы нам привезли гуманитарную помощь. А у них интернет был не наш, не российский. Они в 150 метрах всего лишь находились от противника, и временами могли их интернет использовать. Но сейчас он не возражает, что вы продолжаете вот эту вот гуманитарную миссию? Нет, он когда был в отпуске, мы вместе ездили. Да, и по его возвращению через 2 дня был сильно ранен мой братишка. Мы сразу же поехали обратно на фронт. Необходимо было туда приехать. Вот. Нет, не возражает. А он мне по телефону сделал предложение встречаться. Мы встречались, он говорит: так себе, конечно, это предложение, но я предлагаю встречаться со мной. И как вы, я говорю, это представляете? А он... Почаще приезжать именно к нему, да? Нет, он мусульманин, у них все по правилам. Ну, я тоже татарка и мусульманка, а у него более строго. Он воспитан в очень таких правильных правилах, можно сказать, в такой правильной семье. Мы встречались, переписывались по телефону, приехал, сделали никах, а потом уже расписались перед его отъездом обратно. Да, интересная история. У нас вот немножко уже время поджимает. Может быть, да, подытоживая, вот, что посоветую тем, кто, может быть, вот сейчас вот решил, что я тоже хочу начать вот помогать туда ребятам. Самим как это начать, или, может быть, к вам обратиться? Можно обратиться к нам, можно самим собирать, а потом передавать через нас, отправлять. Потому что мы доставляем именно ребятам, из рук в руки мы передаем. Мы не где-то оставляем. Всегда лично сами все доставляем, так как это нужно делать напрямую
чтобы ничего не потерялось, потому что Ну, вы как-то в социальных сетях где-то вот как вот найти? В социальных сетях. Сейчас делается Да. сайт, Сайт телеграм-канал. У нас есть номер 8 800, на который можно позвонить и с нами связаться. И, конечно же, мы с радостью подскажем, объясним волонтерам, которые хотят принимать участие в этом. Лучше с нами связаться, мы дадим полную информацию, где что приобретать, как выезжать, проинструктируем, как себя вести, что необходимо. И в случае необходимости возьмем на себя их обучение, покажем, расскажем, а в дальнейшем они уже примут решение, хотят с нами дальше продолжать работать, либо сами выполнять. Всем желаем мирного неба. Это была программа «7 дней плюс». Зуфар Давлетшин в студии работал. Всего доброго.